Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В рамках кампании по разъяснению пунктов послания президента Республики Таджикистан к Маджлисе Олии страны и достижении 34 лет независимости рабочая группа исполнительного органа государственной власти города Душанбе провела встречу с работниками сельского хозяйства района Шохмансур столицы. Все подробности в нашем материале. С целью реализации решения председателя города Душанбе от 5 января текущего года о проведении разъяснения пунктов послания президента Республики Таджикистан от 16 декабря 2025 года об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан рабочая группа в рамках плана мероприятий исполнительного органа государственной власти столицы проводит встречи и обсуждения с активными жителями района. В очередной подобной встрече приняли участие заместитель председателя города Душанбе Рустам Факирзода, представители управления сельского хозяйства, комитета по управлению землей города Душанбе. Также на встрече присутствовали ответственные лица исполнительного органа государственной власти района Шохмансур, руководители районных структур и активные ветераны района, работники сельского хозяйства. Как было отмечено, послание президента страны является ориентиром для стабильного развития страны и руководством для жизни и деятельности каждого члена общества. Основные пункты посланий президента Республики Таджикистан касаются вопросов внешней политики, обеспечения прогресса в сферах экономики и промышленности, энергетики, транспорта, безопасности и обороны, защиты правопорядка, здравоохранения, культуры, науки и образования, а также молодежи. Докладчики отметили, что глава государства в своем выступлении подчеркивал, что несмотря на изменение климата, включая высокую температуру воздуха в 2025 году, благодаря добросовестному труду сельскохозяйственных работников страны, темпы роста сельского хозяйства достигли 8,5%, что обеспечило изобилие на потребительском рынке. Также уровень продовольственной безопасности увеличился с 60% в 2015 году до 85% в 2025 году. Встреча завершилась обсуждением путей повышения эффективности работы в аграрном секторе и необходимостью внедрения современных технологий для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в республике. В 2025 году в целях совершенствования и развития законодательной основы, формирования правовой и организационной базы, а также регулирования деятельности в сфере труда, миграции и занятости населения Министерством был разработан 21 проект нормативно-правового акта и 8 проектов документов о сотрудничестве. Об этом было сказано в ходе пресс-конференции Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. Подробности в нашем следующем сюжете. На пресс-конференции Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан было отмечено, что вопросы повышения уровня жизни населения находятся под постоянным контролем правительства Республики Таджикистан и Министерства труда, миграции и занятости населения, и в этой связи регулярно принимаются необходимые меры. В целях укрепления социального партнерства между Международной организацией труда и Республикой Таджикистан 28 октября 2025 года был подписан и реализован план действий по сотрудничеству между трехсторонними партнерами Республики Таджикистан и Международной организацией труда по достойному труду на 2025-2026 годы. По состоянию на 1 декабря 2025 года в Министерстве было подписано и зарегистрировано в целом 56 региональных и отраслевых соглашений на 2024-2026 годы. Государственный надзор в сфере труда, то есть защита прав и законных интересов работников, предотвращение и выявление нарушений трудового законодательства, обеспечение безопасных условий труда и соблюдение социальных гарантий является одним из основных направлений деятельности в службе государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости населения. Следует отметить, что вопрос диверсификации трудовой миграции представляет особый интерес для правительства Республики Таджикистан и руководства министерства, и в 2025 году деятельность в этой области была активизирована. В частности, в ноябре месяце 2025 года был подписан меморандум между Министерством внутренних дел Республики Таджикистан, Министерством труда, миграции и занятости населения страны и Управлением внутренних дел и Управлением миграции
работы Федеральной государственной службы внутренних дел Королевства Бельгия. В настоящее время данный меморандум находится в процессе проведения внутригосударственных процедур. Данный документ предоставляет возможность трудовым мигрантам из республики осуществлять трудовую деятельность в странах Бенилюкс, Бельгия, Нидерланды и Люксембург в сферах сельского хозяйства, строительства, социальной работы и медицины. Профессорско-преподавательский состав Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана в 2025 году достиг значительных успехов по всем направлениям деятельности. Эти достижения придали трудовому коллективу новый созидательный импульс и побудили его в 2026 году работать еще более результативно. Об этом было отмечено в ходе пресс-конференции руководства данного высшего учебного заведения страны с журналистами. 2025 год для трудового коллектива Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана ознаменовался важным событием, открывающим новую страницу в развитии учреждения. В этот период видит лидера нации, президент Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в университет и его выступления по случаю Дня знаний и урока мира были расценены как яркое свидетельство постоянного внимания высшего руководства государства к развитию науки и образования. В ходе визита лидера нации в университете были введены в эксплуатацию одно 8-этажное учебное здание, одно 3-этажное здание, одно 5-этажное здание общежития, учебно-производственный центр швейного дела, а также ряд центров и лабораторий, оснащенных по современным проектами, отвечающих национальным международным стандартам. Глубокое осмысление созидательных, мудрых и ориентированных на будущее наставления лидера нации, озвученных в День знаний и на уроке мира, побуждает структурные подразделения университета реализовывать комплекс важных организационных и практических мер, направленных на дальнейшее укрепление деятельности учреждения по всем приоритетным направлениям и в соответствии с многоуровневой системой образования. Данный тезис был озвучен в ходе конференции руководства Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Убайдулло Асрурзода с представителями средств массовой информации страны. В продолжение своего выступления он подчеркнул, что в рамках реализации положений стратегии развития университета обеспечение устойчивого развития является одним из его стратегических приоритетов. В результате своевременного выполнения поручений и указаний лидера нации университет, активно участвуя в мировом рейтинге «Зеленые университеты», вошел в число лучших университетов мира и занял первое место в стране. Организация учебного процесса является одним из ключевых и приоритетных направлений деятельности университета. В 2025 году руководство университета, осознавая необходимость постоянного совершенствования системы образования, реализовало необходимые меры по развитию материально-технической базы учебного процесса. В этот период численность штатных единиц научно-педагогического состава университета была доведена до 1535, что на 414 штатных единиц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение 2025 года, наряду с другими направлениями деятельности, особое внимание уделялось развитию международного сотрудничества. Одним из важных достижений стало подписание соглашения о сотрудничестве с консорциумом университетов Великобритании, который в настоящее время объединяет более 70 ведущих университетов Великобритании и мира, а также 110 учебных центров из 35 стран мира. Кроме того, университет подал заявку в Агентство по обеспечению качества высшего образования Великобритании для прохождения международной программной и институциональной аккредитации, которая запланирована на 2026 год. Также в 2025 году университет стал членом Международной ассоциации устойчивого развития туризма, в состав которой входят 42 страны мира.
Таджикский государственный университет финансов и экономики, следуя указаниям и поручениям лидера нации президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмонов, в 2025 году осуществлял свою деятельность по ключевым направлениям и добился значительных успехов в сфере образования, науки и инноваций, международного сотрудничества, организационно-воспитательной и административно-экономической работы, а также в укреплении материально-технической базы, что способствовало повышению престижа и авторитета вуза. В этой связи в университете состоялась пресс-конференция с участием представителей средств массовой информации. С участием руководства Таджикского государственного университета финансов и экономики и представителей средств массовой информации состоялась пресс-конференция, в ходе которой были подведены итоги деятельности вуза за 2025 год. Как было отмечено, в отчетный период университет посетили 19 иностранных преподавателей из зарубежных организаций. Из них 15 специалистов в рамках программы «Приглашенный профессор» провели занятия и обменялись профессиональным опытом со студентами, магистрантами и преподавателями университета. По информации руководства вуза, за этот же период 11 преподавателей успешно защитили научные диссертации, в том числе 9 кандидатских и 3 докторские. В 2025 году Таджикский государственный университет финансов и экономики уверенно сохранил 4-е место в рейтинге высших профессиональных учебных заведений страны. Одновременно была расширена образовательная линейка, открыты 15 очных бакалаврских специальностей, 9 дистанционных, 5 магистерских и 2 докторские специальности, а также 1 докторская программа по профилю. В отчетный период была разработана и утверждена стратегия развития Таджикского государственного университета финансов и экономики на 2025-2030 годы, определяющая приоритеты и основные направления развития университета на среднесрочную перспективу. Также сообщалось, что на официальном сайте университета начал свою деятельность научный журнал «Послание финансов и экономики». В сфере воспитательной и образовательной работы проведено более 318 мероприятий, по итогам которых структурные подразделения студенты университета были награждены отраслевыми почетными грамотами. Кроме того, в 2025 году 32 студента университета приняли участие в городских, республиканских, региональных и международных спортивных соревнованиях по настольному теннису, самбо, карате, шахматам и тяжелой атлетике, заняв призовые места. В настоящее время Таджикский государственный университет финансов и экономики включает 7 факультетов, 21 профильную и 8 общеобразовательных кафедр, осуществляющих подготовку специалистов в области финансов, налогообложения, банковского дела, экономики, инновационных и коммуникационных технологий, а также экономического права. Учебный процесс на очном и дистанционном отделениях по программам 2-го высшего образования и магистратуры в 2025-2026 учебном году организован в соответствии с действующими учебными планами. В районе Шох-Мансур города Душанбе по инициативе местных органов государственной власти и при поддержке сотрудников различных сфер прошла акция по посадке деревьев. В рамках мероприятия были высажены десятки декоративных вечнозеленых растений. Одна цель – встреча 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и вклад в реализацию программы «Душанбе. Зеленый город». Зеленая кампания по посадке деревьев охватила городские поселки и махали района. Только на улице Садридина Ани было высажено более 80 сосен. Мэр столицы Рустами Эмомали назвал инициативу важным шагом в благоустройстве Душанбе, подчеркнув ее воспитательное значение для молодежи и роль в формировании бережного отношения к природе и родной земле. Жители города активно поддержали акцию. Во дворах, возле жилых домов, предприятий и учреждений появились новые вечно зеленые и тенистые деревья. По данным районных властей, в осенне-зимний период 2025-2026 годах в Шох-Мансуре высажено более 10 тысяч саженцев. Ответственные лица отмечают, что подобные инициативы не только украшают облик столицы, но и способствуют улучшению экологической ситуации, чистоте воздуха и созданию комфортных условий для жизни. Деревья подбираются с учетом местного климата, а их уход будет обеспечен на постоянной основе. В преддверии юбилея независимости работы по благоустройству усиливаются во всех районах столицы, а посадка деревьев становится одним из приоритетных направлений.
Цель – превратить Душанбе в зеленый и цветущий город, привлекательный как для жителей, так и для гостей. Акция проходит в дружественной атмосфере при активном участии горожан и сотрудников различных организаций. Еще раз подтверждая, забота о природе и благоустройство столицы – это общая ответственность. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.